Уважаемые гости и участники выставки «Мир музыки глазами коллекционера», мы рады приветствовать вас в стенах Музея музыки и фольклора народов Якутии. Сегодня мы с вами познакомимся с коллекциями различных предметов, так или иначе связанных с миром музыки. Ну а сейчас немножко отвлечемся от темы. Завтра, 1 апреля, весь мир отмечает 150-летие великого композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. И сейчас я предлагаю послушать одну из композиций Рахманинова в исполнении самого автора. Заодно включить видеоряд с коллекционером. Теперь разрешите предоставить слово директору Музея музыки и фольклора народов Якутии Корниловой Марии Ильиничне. Добрый день, уважаемые наши дорогие гости. Очень приятно увидеть ваши лица, и молодые, и наши коллекционеры. Вот это те самые люди, которые мы, музейные работники, мы это очень хорошо понимаем, потому что коллекционеры — это те люди, которые именно занимаются сохранением, собиранием, популяризацией того, что наши предки, можно сказать, не обязательно наши предки, да, но все равно то, что испокон веков эпохами вот это идет, а коллекционеры — это те люди, которые собирают и сохраняют и передают дальнейшему молодому поколению. И вот мы, конечно, музейщики, это очень хорошо понимаем и ценим, потому что музеи создавались на самом-то деле вот благодаря коллекционерам. Потому что были энтузиасты-коллекционеры, и они передавали свои фонды, которые сохраняли у себя дома, они передавали в музеи. И это сейчас у нас, допустим, в прошлом году подарили целую коллекцию музыкальных инструментов, 102 единиц хранения музыкальных инструментов коллекции Николая Савельевича Берестова. Это музыкальные инструменты. И вот фонд нашего музея таким образом в прошлом году так пополнился, и в этом году мы открытие сделали в конце прошлого года мы открытие сделали данной экспозиции. И благодаря вам сегодня мы все собрались, и вот те уникальные коллекции, экспонаты вот сегодня представлены. И это недалеко, это, можно сказать, малая часть того, что собирают наши коллекционеры. Очень много разных тем, направлений, которые вы собираете и показываете народу. А вот то, что сегодня представлено, это популяризация. Это вот населению они показывают. И то, что вот очень примечательно, что сегодня с нами молодое поколение, которое вот видит все это, как наши предки, как ваши бабушки, мамы, вот в это время что было. И это все связано с миром музыки. И в открытках вы увидите, какие музыкальные инструменты, вот все вот сувенирчики, свистульки, музыкальные инструменты, значки, открытки. Здесь даже у нас есть фантики. Вы же все любите кушать конфетки, но фантики же не все собирают. А здесь целая коллекция. Это, мне кажется, еще не вся целая коллекция. Только Казахстан. Да. Вот, представляете? А сколько труда и упорства, и сколько энтузиазма, интереса к своему любимому делу. Я вас ценю и уважаю. И говорю, что сегодня у нас торжественно, по-настоящему открылась выставка «Мир музыки глазами коллекционера». Спасибо вам за внимание. И сейчас мы, конечно, из уст наших коллекционеров услышим очень много интересного, потому что каждая коллекция, каждый предмет имеет свою историю, и мы сегодня узнаем про это. Спасибо. Извините. Так. От имени нашего музея, конечно же, мы подготовили благодарственные письма, и хочется вот сегодня в торжественной обстановке вручить вам. Уважаемая Ирина Александровна, Музей музыки и фольклора народов Якутии
выражает вам благодарность за участие в организации выставки «Мир музыки» глазами коллекционера и предоставленную возможность познакомиться с уникальными предметами коллекции. Желаем вам дальнейшего развития и надеемся на плодотворное сотрудничество. Спасибо. Таким же благодарственным письмом награждается или вручается благодарственное письмо уважаемой Галине Петровне. Потом они скажут, они сами расскажут, мы узнаем. Потому что я большинством коллекционеров еще не знакома. Я знакома вот с нашей многоуважаемой Так, вручается благодарственное письмо Марии Ивановне. И мне очень интересно вот сегодня послушать из ваших уст истории, рассказов, как вы это делаете. Вы большой пример делаете нашему молодому поколению. Людмила Степановна, пожалуйста. Сегодня на выставке представлены частные коллекции 8 коллекционеров города Якутска. И давайте мы поближе познакомимся. Прошу разрешите предоставить слово Морозовой Ирине Александровне, члену региональной общественной организации «Коллекционеры Якутии». Представлены 2 коллекции, это свистульки и колокольчики. Про колокольчики скажу, что я начала их собирать. Первый колокольчик появился в 1973 году, когда я еще была школьницей. Это была очень большая редкость, что найти колокольчик. Это был очень обыкновенный колокольчик, рыболовный, который прикрепляли рыбаки на сети. С него все началось. Потом долгие поиски в поездках, везде. Но все равно очень медленно все продвигалось, потому что не было у нас такой богатой сувенирной продукции, как сейчас. Ну, когда уже после 90-х стали возрождаться у нас ремесла, стали появляться колокольчики. Причем не только которые производственные, да, которые вот штамповка, а уже начали возрождаться государственные производства, то есть мастера, народные промыслы стали, и тут уже работа с мастерами. То есть можно было заказать мастеру индивидуально, не только то, что он делает, а уже по своему даже эскизу или по своему желанию. Такие у меня колокольчики есть. Вот. На данный момент у меня в коллекции сейчас около 3000 колокольчиков на разные темы, из разных материалов. Это и начиная от деревянных, керамических, значит, бронзовые, стеклянные, хрустальные, серебряные есть. Вот. Золотые только нет, к сожалению. Пока не освоили, дороговато. Вот. Ну, темы разные, и география, и в последнее время меня очень интересует география, связана с национальностями, то есть с бытом национальным и национальными костюмами. Заказываю мастерам колокольчики, которые отображают национальный костюм. То есть, допустим, вот у нас есть вот колокольчики Марии Адамовой. Что стоит? Вон там вот стоят колокольчики. Хомусистка. Мне было, например, в работе, это мастер из Намцева, керамист. Вот. Работа была такая, 3 сестры. Одна с Чаруном, другая хомусистка и с пояском. Вот они были 3 статуэтки. Я, значит, работала с мастером, просила сделать колокольчики.
Вот она какую-то партию сделала, теперь она уже не делает, уже эксклюзив. И так вот со многими российскими мастерами, даже зарубежными бывает. Зарубежными это больше ближнее зарубежье. Например, у Саргыланы Адамовой представлены колокольчики узбекские. Вот уже музыканты узбекские, тоже это уже авторская работа. Ну, про свистульки расскажу так, что у меня было связано с работой, с творчеством, с детьми. Мы художественное, то есть рисовали от дошкольников до младших школьников, росписью игрушек занимались. И тоже надо было вот мне образцы свистулек. Вот тоже я их искала в советское время, находила, и потом втянулась и стала собирать. И сейчас тоже авторские, в основном авторские свистулки. Здесь есть, вы посмотрите, там есть надписи из Бурятии мастера, из Ростова-на-Дону, Карина там стоит такая большая. Вот. Ну, вот очень нравится мне работы вот эти вот, конечно, яркие очень привлекают, да. Мне нравятся вот забайкальские свистульки. Они тоже в этническом стиле, но, видите, яркости нет у них, да, но это старинная, как бы, техника. Обваривают в молоке. То есть перед запеканием она в печи все это в молоко окунается, поэтому получается такой цвет. Вот это очень старинное, по старинным технологиям это делается, как раньше делалось. Ковровская игрушка, вот свистулька, детские свистульки, это тоже старинное, тоже возродилось в городе Коврове. Раньше делали их на ярмарках детям. Может, не такие яркие, но тоже старались делать яркие. Но сейчас более возродились, и художники работают. Дети любят свистульки. А вы знаете, что свистулька, оно развивает легкие, да? Так же, как все духовые инструменты. Вот. Детям давали, особенно раньше, которые часто болели, покупали на ярмарках свистульки, чтобы они в них дудели. Еще были такие свистульки, подвесы назывались, детские. Их вешали на веревочке, такие маленькие. Для чего делалось? В сельской местности дети свободно ходили в лес сами, да? Не как сейчас, вот, в огород не бросят. Ходили в лес по ягоды, по грибы, недалеко от дома, чтобы они далеко не заблудились и друг с друга не теряли. Вот эти свистульки им очень помогали. Подвесы назывались, потому что вешались на шею. Вот свистулек у меня 233 свистульки, их не так много, потому что уже не покупаю такие свистульки, которые обычные в магазине продают, хочется уже авторские. Ну, так кратко, если что, интересно спрашиваете. А сколько у вас направлений именно собирания коллекций? Коллекций очень много. Я вас попугаю, если расскажу. Вот. Сообщество у нас есть коллекционеров колокольчиков. Да? Есть сообщество коллекционеров пандиков, которые тоже несколько у меня есть. У меня вот свистульки Акарины. Потом у меня есть еще географические ложки. Ну, знаете, современные ложечки разных стран, городов. Вот такие вот есть. Ну, так. А так общая коллекция примерно там сколько единиц у вас? Ой, это очень сложно, я даже не скажу. Эти 3000 коллег, вот эти, где храните? Дома? Везде дома, да, везде. Они везде. Дома все ходят, всем будем осторожны. Пожалуйста, не зависите. Которые есть музыковеды, колокольчики, ну знаете, да, китайские, японские. Они в основном у меня подвешены. Дом-музей, это музей. Ну, можно сказать так, но иногда близкие недовольства высказывают с тем, что неудобно, что-то могут разбить там еще что-то. Конечно, мечта большая сделать музей, но проблем в этом много. Желательно отдельное помещение.
Ирина Александровна, еще один вопрос. Так как у нас сегодня студенты, да, может у них тоже появится желание там что-то собирать. Как у вас все это вот интерес проявился и начали вы собирать? С чего вообще надо начинать? Со школы еще Ну, не забирали. я скажу так, что желательно, конечно, определиться с темой сразу. Почему? Потому что направлений очень много, даже в одном виде коллекционирования очень много направлений. Вот возьмем колокольчики. Там есть и значит, народные костюмы, и география, и росписи, да? Росписи вы знаете все, наверное, Поклонская, там, значит, потом Гжельс и все прочее. Там, Церковные. да, и есть, которые там связаны с верой, колокольчики, да? Вот у меня очень большая коллекция колокольчиков, ангелы есть, я выставлялась в музее Ростовского к Рождеству. Ну, очень много. Но так как, я говорю, очень было мало в свое время колокольчиков, мы радовались каждому колокольчику. Увидели, ой, колокольчики купили. Уже не до темы было. Сейчас, конечно, можно определиться и уже конкретно собирать на определение. Спасибо огромное. А сейчас разрешите пригласить коммусиста-импровизатора, отличника культуры Республики Саха-Якутия, также коллекционера, который принимает участие в данной выставке, Данилову Марию Ивановну. Иоганн Штраус, вальс на прекрасном голубом Дунае. поблагодарить работников Музея музыки и фольклора вот за это такое интересное мероприятие. Потому что я и коллекционер колокольчиков, и основное мое хобби – хомус. Но хомус в нашей республике все очень любят. Может быть, из-за того, что я училась в детской музыкальной школе в моем далеком детстве, я люблю играть под музыку. Когда я вот такие номера показываю на конкурсах,
конкурсах хамус, там подразные более-менее подходящие к хамусу номера, жюри не одобряет, что хамус звучит под там песню какую-то якутскую, да, под этот вальс такой знаменитый. Я не понимаю их, почему не воспринимают хамус и музыку. А вот этот музей музыки и фольклора как раз, видите, поддержал меня сразу. Тут и музыка классическая, пожалуйста, и хамус. Вам понравился? Очень. У нас в зале еще присутствуют 3 коллекционера. Если у вас есть. Можно вас пригласить? Да? Павлова Галина Петровна, одна из участниц. Я очень много лет собираю открытки, мне уже 70 лет почти, вот скоро 70, да? Я начала собирать открытки, наверное, со школьных лет. Вот праздники бывают, когда 8 марта, Новый год, я начинаю перебирать свои открытки и отправляю своим одноклассникам. И столько радости у них бывает. Надо же, как ты сохранила эти открытки. У них ничего не осталось, абсолютно. Вот праздники были, праздники остались, прошли, а у меня их открытки сохранились. Знаете, как тепло от этих открыток? Ага, и вот у меня тема какая. Значит, я собираю открытки, открытки советского времени. Это праздники новогодние, 8 марта, 1 мая, октябрьские праздники и, лениниан у меня идет. И самая главная моя тема моей коллекции – это 15 которая нету, которая осталась в нашей памяти. Мы жили в советское время. Жили, учились, я в Ленинграде училась со студентами разных республик. Мы дружили, ходили в гости друг к другу, ездили в гости друг к другу, да? Поэтому теплота, вот воспоминания, она у меня осталась. У меня открыток на любые темы, абсолютно, у меня 12,5 тысяч. Ой, вы и 3 сказали. У меня 12,5 открыток, я начала читать, потом остановилась, чтобы не сглазить. Потому что столько много, и не то, что устала, я по первой профессии библиотекарь. Поэтому я всегда очень отношусь ко всему бережно, так осторожно и так далее, да. И сейчас вот тоже каждый праздник я начинаю думать, да, вот надо же, сколько времени прошло, люди, они помнят по памяти что-то было, а если вот так взять открытки любые, и уже воспоминание особое, совершенно другое. У меня лениниана, вот скоро будет апрель, у меня все эти открытки, они так не лежат, они выставляются всегда. Я в библиотеке живу с Айсара, они каждый праздник мне звонят, и Галина Петровна, что у вас есть? Я как советский человек иду со всеми своими этими манатами и говорю вот так, что вам нравится, берите, выставляйте. Вот каждый праздник вот так. Поэтому я всегда радуюсь, когда люди интересуются, когда спрашивают и так далее, и так далее. Вот особенно тем ребятам, которые молодые, да, сейчас же время такое, быстро время уходит. Мы тоже были такие же, как вы. Нам было это и хорошо, и в то же время время-то ушло уже, а осталась-то собой только одна память, а память она такая, быстро уходит. А если под рукой ничего нет, все уже, нету. Поэтому то, что есть у родителей, у бабушек, у дедушек, да, вы стараетесь их сохранить. Сейчас же многие, я вот пошла один раз в магазин музея ретро. Захожу, и знаете что, мне так просто убило книги. Прямо целый ряд книг продают по 20 рублей. И все книги якутских авторов, артистов с автографами. Вот мой рюкзак, который со мной всегда, да, я один рюкзак и один пакет загрузила этими книгами и домой поехала счастливая. За 25 рублей каждая книга. Вот,
Видите, как внуки не ценят то, что было у их дедушек и бабушек. Вы так никогда не делаете. Это ваша прямая связь с вашими предками. Нету этой связи, уже вы это не знаете, кто вы. Поэтому берегите, еще не бросайте абсолютно. Это все будет в вашей жизни, она будет только с плюсом. Так что любите свою родину, своих предков и копите, копите, копите. Это не копите, я вот неправильно сказала, да? Собирайте, берегите и ничего не выкидывайте. Сейчас же вот помойка по городу, да, сколько много всего лежит. Это выбрасывают. Молодежи это не надо. Бех, говорят они, по-якутски. Это по-русски называется мусор. Чтобы мусора не было в вашей жизни. Хорошо? Слово Бережневой Марфе Егоровне. Заодно очень благодарственное письмо от имени музея и Добрый день. Ну, музыка и мне, если сказать, ничего не связывает, но в моей коллекции колокольчика совсем мало было, но такого направления у меня не было. А вот как я стала собирать именно колокольчики связаны с моей профессией. Я педагог. Я 30 лет работала в школе, учителем иностранных языков. И первый колокольчик, который у нас появился в семье, это был колокольчик именной, который выпуск Министерства образования и с надписью «Подарили мужу». Да? А потом второй колокольчик, который, кстати, странный колокольчик, который не звенит, тоже Министерство образования выпустило. Наверное, видели, я даже этих не знаю. Он как будто кубик такой, да, стеклянный, а внутри белый колокольчик. Да. И вот они их вручали лучшим учителям конкурса, кто победил. Вот эти два колокольчика появились. В то время я как-то сильно не думала, что я буду собирать. А потом стала вот собирать потихоньку. Ну, вначале, как Ирина Александровна сказала, мы все увидим, колокольчики, да? Колокольчик собирали. А потом уже стали выборочно, да? Кого что привлекает. Ну, мне больше всего нравится, это, наверное, тоже из-за моей профессии, именно колокольчик, который несут какую-то информацию, да? Потому что даже один колокольчик возьмешь, у него история своя, еще там что написано, что изобретено, например, если страну возьмем, почему именно это нарисовано или что. И это колокольчик, даже сейчас мой внук увидит, говорит: бабушка, а почему если это колокольчик тюльпаны? Например, это Голландия, Нидерланды. Почему именно? И так, все вообще информация, но какой-то информации нет. Ну, у меня, как всегда, как у всех собирателей колокольчика, в первую очередь, я очень люблю путешествовать, да, это с 90-х я начала путешествовать. И, к сожалению, в то время я еще не собирала, а так было бы, может, больше колокольчиков. Я другие там привозила разные предметы, сувениры. И теперь, конечно, у меня основное направление географическое, да, географическое. И есть колокольчики, как сказали, новогодние, авторские есть. Еще у меня есть направление такое росписи. Здесь, так как говорили, например, вы знаете, вот знаменитые жестко подносы были. Даже вот ее росписью есть колокольчик. Да? Именно в той деревне вот моя дочь купила. Вот такие замезинские и разные вот шель, вот именно и турецкие. Но росписи разных народов бывают разные. И техника, все. Вот это. Ну, конечно, направление Якутия есть. И еще я стала в последние годы собирать именно вот колокольчики, символы года. Это я заразилась еще в Китае. В Китае, ну, именно символы года по восточному календарю. Там и керамические, и металлические. И еще они привлекают тем, что колокольчики некоторые, вот какой-то из
изображение. Каждый кто-то их же придумал, да, каким образом, как. И вот думаешь, надо же, люди как вот, у каждого свое видение, как бы, и это очень интересно. И вот сейчас я, наверное, буду пристально смотреть, раз я участвовала в колокольчике, которые относятся как к теме музыки. Спасибо вам за И предоставление. звучания разные, да? И звучание. У меня еще хрустальные есть. Когда у нас выставка была, вот Хамуса, очень многие заинтересовались хрустальными. У меня еще богемское стекло есть в Чехии, которое, да. И вот хрустальные разные звучания, да, зависит от того, были бы одинаковые, но это там какие дырочки, сколько какие звучания очень разные. Спасибо за внимание. Слово предоставляется Пестряковой Татьяне Ивановне. Дело в том, что я коллекционирую фантики, но это как бы совсем очень маленькая коллекция по теме музыка. Половина, вот они не вошли, мне пришлось вести домой. Не хватило места. Ну, как получилось, что в 70-е годы я училась в школе, это начало 70-х, 80-е годы, да? Вот. В то время же очень многие коллекционировали фантики, девочки. Это был бавальный чин, потому что у нас не было ничего, же вот фантики коллекционировали. Эти вот маленькие эти календарики, знаете, от конвертов эти красивые картиночки, открытки тоже, да? Вот. И так получилось, что у меня отец был геологом, и мы жили в школьные годы мои далеко в Северном Востоке, поселок Депутатский. И там, естественно, приезжали люди, приехали работать, поднимать, как говорится, добычу пчелового золота со всех уголков Советского Союза. Естественно, у меня было очень много фантиков именно вот с разных регионов. Вот, привозили знакомые, друзья, соседи, много обменивались мы. И поэтому у меня со школьного периода сохранилось очень много фантиков, 3 альбома, это примерно около 1000 штук. Вот, но я коллекционировала непростые, только, значит, от шоколада и от шоколадных конфет твердой бумаги. Вот, не прозрачные, не золотичатые, а вот такие вот красивые все. Вот, и, конечно, когда я уехала уже как бы из семьи, дальше учиться за пределы республики, естественно, это мое увлечение, оно временно, ну, скажем так, да, оно забылось. Вот. И благодаря маме, конечно, коллекция она сохранилась, потому что она у меня была в альбомах, очень аккуратненько все было приклеено, там было как-то приколото. И вот буквально 15 лет назад, значит, обнаружили мы в гараже здесь архив, весь этот семейный, и мама мне, соответственно, обучила все эти мои фантики, собранные мной когда-то давно. Вот. И вот буквально в прошлом году я решила, когда я уже сейчас в паре такого очень зрелого, мудрого возраста стала. И, в общем, решила я продолжить свою школьную коллекцию. Вот. И буквально вот, чуть больше полгода, наверное. Вот. И у меня, конечно, фантиков так получается, что тем же очень много, как было сказано, да, предыдущими коллекционерами. И тут уже, конечно, я уже выбрала какую-то определенную область. Допустим, я собираю только красные шапочки, Мишка на севере, Мишка косолапый, белочки, вот, и брендированные фантики, которые сделаны по спецзаказу и которых нет вообще продажи. Допустим, по заказу ВТБ, банк, Промстрой и так далее, в общем, ну, таких вот солидных корпораций. Вот. И еще очень красивые фантики, которые ну, там, из серии «Сказка», «Новый год», выпущены в далекие тихие 90-е годы, и когда у нас было все развалено, была передача, так сказать, свободный рынок, там многие фабрики же не работали, менялись оборудование, как на новые рельсы, и поэтому, оказывается, в общем, российские шоколадные компании, они заказывали в Европу. Ну, фантики были, рисунки были очень красивые. Производили шоколад в Германии, в Ирландии, в Чехии, ну, в всех странах. Вот. И, конечно, тираж был очень маленький и уникальные просто вот эти вот сами этикетки, обертки. Вот такие вот я собираю сейчас. 90-е годы, начало 2000-х. Вот. Современные, только, как я сказала, там чисто по спецзаказу сделанные, и пополняю вот эти вот шапки, мишки все.
вот разных фабрик. И оказывается, я вот как вот выяснила, раньше я не замечала, конечно, да, что у нас столько много фабрик, оказывается, в России сейчас появилось уже, да. Вот это и значит, и Пенза, и Кемерово, Новосибирске, даже вот Ореченские, на Сахалине, везде-везде. Только почему у нас вот в Якутске, честно говоря, тут столько у нас тем интересных, да, а почему, допустим, мы в Якутии не производим якутского шоколада, например, да? Какие-то вот маленькие вот были девушки известные наши, они выпускали, но буквально там очень маленький период и совсем маленьким тиражом, да? Сейчас это вообще такой раритет считается, ну вообще там совсем не найдешь. На самом деле, допустим, как-то вот бизнесмены могли вот на эту область обратить внимание, потому что, кажется, у меня якутский шоколад, он пошел бы вообще на ура. Настолько тем, это, пожалуйста, и значит, якутские народные музыкальные инструменты, и якутский костюм, якутские ювелирные украшения. Это можно было, допустим, вот по типу, как вот пускай казахская фабрика, эти фабрики Рахат и Баян Сулу. Вот, у меня есть альбом целый казахский фантика, там да, просто уникальные серии. Вот, ну кто-то знает, но многие видели, наверное, уже, да? А вот, допустим, еще уникальные серии, вот латвийская фабрика тоже вот выпускает конфеты, допустим, на основе конфеты коробка, всем знаменитые, да? Очень шикарные серии, и сказочные там, и на различные праздники. А почему мы в Якутии отстаем от этого? Вот надо как-то задуматься над этим вопросом, потому что это, мне кажется, тут вообще, тут кладезь фантазии, вот. Я так считаю, что коллекционирование, да, на самом деле, для меня сейчас, да, у меня много увлечений, я тоже люблю путешествовать, я ездила около 40 стран мира, занимаюсь живописью, маслом, вот, мне нравится писать картины, ну, свободно от работы время, конечно, да, вот, и потом у меня фуд-фото, я фотографировала еду для известных журналов, вот, и сейчас у меня как бы тоже вот снова это фабрики, и для меня это просто приносит такой вот колоссальный позитив, вот такой вот эмоциональный такой вот настрой, что я прям радуюсь как ребенок сейчас. Вот, периодически открываю альбомы, да, и как-то, знаете, вот настроение совсем другое, да, ну как вот в детстве, это 50 там, несколько там лет назад, да, ну как бы, конечно, я девушка возрастная, да, ну как я себя не чувствую в таком возрасте, я себя чувствую молодой. Вот, может, даже благодаря тому же коллекционированию, допустим, как-то у меня немножко еще больше стало близко в глазах. Поэтому я просто призываю таких молодых, да, как-то, ну, это на самом деле очень интересное занятие. Это же и история, вот те же фантики, да, вот я смотрю старые фантики, ой, а это вот мне вот эта подруга подарила, а это вот, значит, что-то привез, да, я уже вспоминаю те вот далекие школьные годы, например, да, вот, а потом художники, это же такое творчество, такие красивые рисунки, это же такая буйная фантазия, вот смотришь, да, и вот, ну, неужели вот так вот можно рисовать и вот, сказочные персонажи и так далее, вот на шоколадках, например. Я прям ой, нет, это мое, я покупаю, не беру. Ага. Вот в этом плане, конечно, казахи, они молодцы. Вот, ну, допустим, сейчас вот я смотрю, вот, стал ходить по магазинам, да, где продаются эти вот конфеты, да, настолько стали такие неинтересные эти вот обертки, какие-то унифицированные слишком. Вот, ну, я тут такие конфеты уже, фантики, шоколады уже покупать не хочу. А вот я была недавно в Алмате, да, ой, это хочу, и все покупаю. Ну как уж, конечно, мы идем там с детьми, а фантики где-то, я прямо покупаю даже не сам фантиков, не сам шоколад, а вот фантики оставляю себе, а шоколад я уже раздаю. Или, допустим, привожу, допустим, там, ну, обычно, когда вот ездишь, да, привозишь, гастросувениры я уже привожу, не просто там какие-то там, вот раньше, помните, магнитики привозили разные, сейчас только гастросувениры, вот именно тех стран, да, ну, допустим, если из Швейцарии туда сыр может быть, ну, например, допустим, да, а вот здесь, допустим, шоколад, да, а вот я всем племянницам говорю, вот там шоколад, а фантик, говорю, мне, даже до этого уже доходит. Вот, так что вот таким вот образом, ну вот, музыкальная тема, она, конечно, не очень большая, там, оказывается, мне всего лишь 80 фантиков, да, но это как бы из разных серий, разных фабрик. Вот у меня, честно говоря, вот рамочки я отдельно выделила, да. Это значит, я привезла из Австрии, это уникальный шоколад, там, значит, Джон Леннон и Майкл Джексон. Допустим, молодым это будет интересно, потому что это таких фантиков шоколада такого нет в России вообще. И даже вот в Австрии это тоже это было сделано по спецзаказу. Я как видела, сразу увидела. Спасибо.